Относительно прививок, если рассказывать с самого начала, то есть в действующем законе об охране здоровья, об общественном здравоохранении, получается, прививки могут делать также частные клиники, да? Но только те прививки, которые не входят в национальный календарь прививок, да? То есть вакцинация. И, соответственно, это, как говорится, было упущение в свое время при разработке закона. И поэтому в рамках данной инициативы мы попытались пробел восполнить и дать возможность частным клиникам также участвовать в национальном календаре прививок, поскольку возможностей государственных организаций здравоохранения не всегда хватает охватить все население этими прививками. В принципе, на практике это существует, то есть теми или иными путями проводятся эти прививки через частные клиники, но законодательной основы не было, поэтому сейчас мы этот пробел восполнили. Что касается санитарных норм и правил, то есть здесь немножко надо уточнить, что это не касательно только частных школ или там садов. Это, получается, в рамках данного законопроекта мы дали право, полномочия Министерству здравоохранения самому принимать эти санитарные нормы и правила. То есть в действующей редакции закона это полномочие предоставлено Кабинету министров. Но учитывая, что это чисто такие специфические нормы и правила, они являются, не подходят под определение нормативно-правовых актов, то есть они больше являются правовыми актами, учитывая то, что сейчас принято новое положение о порядке разработки неправовых актов, которые принимаются самими госорганами, мы дали возможность Министерству здравоохранения, полномочным государственным органам здравоохранения самостоятельно определять эти нормы и правила. То есть это позволит сократить процедуру согласования, принятия, поскольку на уровне Кабинета министров эти талмуды, да, с кучей, как говорится, требований по безопасности, то есть, которых мало кто, честно говоря, понимает. То есть это больше для медиков, для санитарных врачей имеет значение. Да? То есть эти вопросы, мы думаем, помогут, то есть эти полномочия помогут Министерству здравоохранения более оперативно реагировать на изменения, да, вот этих требований безопасности, помогут разработать новые санитарные нормы правил, потому что в настоящее время то, что правила меняются очень редко, и в основном это санитарные правила, которые еще идут из Советского Союза. То есть одной из причин являлось то, что процесс согласования через Кабинет министров затруднял весь процесс согласования. Соответственно, Министерство здравоохранения не всегда хотело, да, идти в этом направлении, потому что они, не то чтобы сказать, боялись, но понимали, с какими трудностями они столкнутся, потому что если применять к нему требования нормативного права акта, постановления Кабмина, то, соответственно, надо будет проводить полностью, то есть объяснять всем полностью все требования этих норм правил, не все всегда понимают, и вплоть там бывает замечания там, до техники, до запятых и так далее, то есть немножко этот процесс затруднялся. Сейчас в любом случае, несмотря на то, что полномочия переданы Минздраву, в рамках проведения в рамках этого положения о порядке принятия правовых актов, эти санпины все равно также будут проходить процедуру согласования, но уже более облегченные. Также будет общественное обсуждение, так что, в принципе, нормотворческий процесс будет сохраняться. Эта работа, да, происходит в рамках процесса дебюрократизации, то есть на начальном этапе дебюрократизации были проведены соответствующие консультации с каждым ведомством, в том числе с Министерством здравоохранения, в рамках которых были выявлены проблемные зоны, да, то есть на основании получается, вот эта инициатива вышла на основании предложения самого Минздрава. То есть все равно можно их тоже понять, потому что весь процесс разработки нормативного права акта, продвижения, это довольно-таки такой тяжелый трудоемкий процесс, да, и они тоже заняты своей текучей работой, не всегда также могут, как говорится, уделить этому достаточно времени, другие есть приоритеты. И поэтому в рамках дебюрократизации мы помогли им эти вопросы продвинуть. И, соответственно, думаю, получился неплохой результат.
вчера уже законопроект принят в 3 чтениях одновременно. И я думаю, он даст хороший результат.